«Так на чем мы остановились, драгоценная королева Марго?» — говорил Коровьев. «Ах да, сердце! В сердце он попадает». Коровьев вытянул свой длинный палец по направлению Азазелла. По выбору, в любое предсердие сердца или в любой из желудочков. Маргарита не сразу поняла, а поняв, воскликнула с удивлением. «Да ведь они же закрыты!» «Дорогая», — дребезжал Коровьев, — «в том-то и штука, что закрыты. В этом-то вся и соль. А в открытый предмет может попасть каждый». Коровьев вынул из ящика стола 7 пик, предложил ее Маргарите, попросив наметить ногтем одно из очков. Маргарита наметила угловое верхнее правое. Гелла спрятала карту под подушку, крикнув: «Готово!». Азазелла, который сидел, отвернувшись от подушки, вынул из кармана фрачных брюк черный автоматический пистолет, положил дуло на плечо и, не поворачиваясь к кровати, выстрелил, вызвав веселый испуг в Маргарите. Из-под подстреленной подушки вытащили 7. Намеченное Маргаритой очко было пробито. «Не желала бы я встретиться с вами, когда у вас в руках револьвер», кокетливо поглядывая на Азазелла, сказала Маргарита. У нее была страсть ко всем людям, которые делают что-либо первоклассно. «Драгоценная королева», – пищал Коровьев, – «я никому не рекомендую встретиться с ним, даже если у него и не будет никакого револьвера в руках. Даю слово чести бывшего регента и запевалы, что никто не поздравил бы этого встретившегося».